Вы можете присаживаться. И спасибо группе прославления за их служение. Был проведен опрос среди христиан в Америке. Amerikā kristiešu vidū bija veikta aptauja, Чтобы узнать, как часто верующие люди читают Библию. lai uzzinātu, cik bieži ticīgie cilvēki lasa Bībeli. И выяснилось, что 1/3 Un viņi uzzināja, ka 1/3 христиан-протестантов protestantu veida kristieši читает Библию 1 раз в неделю или чаще. lasa Bībeli reizi nedēļā vai biežāk. То есть 2/3 христиан-протестантов Un tātad 2/3 no protestantu kristiešiem в Америке Amerikā читают Библию реже, чем 1 раз в неделю. lasa Bībeli retāk nekā 1 reizi nedēļā. Ну, то есть, может, раз в 2 недели Nu, varbūt reizi 2 nedēļās или еще реже. vai vēl retāk. Интересная статистика, не правда ли? Interesanta statistika, vai ne? Я не знаю, как в Латвии, Es nezinu, kā Latvijā, потому что это в Америке было. jo tas bija Amerikā. И, конечно же, в Америке тоже не все христиане одинаковые, не все церкви одинаковые, как и везде. Protams, arī Amerika ne visi kristieši, ne visas draudzes ir vienādas, kā arī visur. Но в целом по этому опросу такая печальная картина вырисовывается. Bet pēc šīs aptaujas mēs redzam tādu bēdīgu bildi. Люди, христиане, Cilvēki un kristieši. речь идет о протестантах, как мы с вами, как баптисты наши братья, или как, не знаю, лютеране. Runa iet par protestantiem, kā mēs ar jums, kā mūsu brāļi, baptisti, luterāņi. Вот эти вот христиане, да, мы как будто бы утверждаем, что слово для нас это самое главное, и мы читаем его вроде бы. Mēs, kristieši, nostiprinam un nosakam, ka vārds mums ir svarīgs un it kā mēs to lasam. Мы, как протестанты, мы говорим соло скриптура, только Писание. Mēs, kā protestanti, sakam solo scriptura, tikai raksti. То есть только на Писании, на том, что открыто в Писании, мы строим свою веру. Mēs pamatojam savu ticību uz tā, kas ir rakstīts. А не на каких-то традициях и выдумках людей. Nevis uz kaut kādām tradīcijām un cilvēku izdomām. Но тем не менее, из этих христиан-протестантов Bet tomēr no šiem kristiešiem protestantiem всего лишь 1/3 ir tikai 1/3, читает Библию раз в неделю или чаще. kuri lasa Bībeli reizi nedēļā vai biežāk. Это печально, потому что Божье Слово – это удивительный инструмент, Tas ir bēdīgi, jo Dieva vārds ir brīnišķīgs instruments, который Бог использует для того, чтобы что-то делать внутри нас. kuru Dievs izmanto, lai kaut ko darītu mūsos. Это инструмент, через который Бог к нам говорит. Tas ir instruments, ar kuru uz mums runā Dievs. Я не буду спрашивать, как часто вы читаете Библию, Es jums nejautāšu, cik bieži jūs lasāt Bībeli, сколько раз в неделю, cik reizes nedēļā. но я хочу, чтобы мы сегодня об этом задумались. Bet es gribu, lai mēs par to aizdomātos. Задумались о том, что есть Бог, сотворивший всю Вселенную. Ir Dievs, kurš radīja visu visumu. И Он дал нам книгу, Un viņš mums ir devis grāmatu, в которой Он для нас открывает себя, kurā viņš atklājas sevi priekš mums, через которую Он к нам говорит, caur kuru viņš uz mums runā, через которую Он нас учит. caur kuru viņš mūs māca. Как часто мы такую книгу открываем и читаем? Cik bieži mēs šo grāmatu atverām un lasām? Я думаю, что нам нужно каждый день читать Библию. Es domāju, ka mums jālasa Bībeli katru Хоть dienu. немного, но каждый день. Mazliet, bet katru dienu. В Библии говорится, что не хлебом одним будет жив человек, Bībelē ir rakstīts, ka ne no maizes vien dzīvos но cilvēks, каждым словом, которое исходит из уст Господних. bet ar katru vārdu, kas iziet no Dieva mutes. Его слово – насущный хлеб для нас, Viņa vārds ir kā dienšķā maize которым mums, Он питает наш дух, ar kuru viņš baro mūsu garu. а мы порой заставляем наш дух поститься, Bet bieži vien mēs liekam mūsu garam gavēt, отказываем Ему в этой духовной пище. atsakot viņam šajā garīgajā ēdienā. И
И зачастую от этого он страдает. Un ļoti bieži tas cieš no tā. Но сегодня я хочу поговорить о Божьем Слове. Un šodien es gribu parunāt par Dieva vārdu. Я хочу поделиться одним местом Писания, Gribu dalīties ar vienu raksturvietu, из которого я хочу показать, насколько прекрасно Слово Божье. no kura es gribu parādīt, cik brīnišķīgs ir Dieva vārds. И насколько чудесным образом оно способно действовать в нашей жизни. Un cik brīnišķīgā veidā tas ir spējīgs darboties mūsu dzīvēs. И таким образом, надеюсь, может быть, немножко смотивировать Un всех tādā нас, veidā centīšos motivēt katru no mums, больше внимания уделять этому Слову. lai vairāk veltītu uzmanību šim vārdam. Вот что написано у пророка Исаии. Re, ko pravietis Esēja rakstīja. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной урождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». Вот как Бог говорит о своем Слове. Lūk, kā Dievs runā par savu vārdu. В контексте слова Бога здесь это, конечно же, пророческие слова. Kontekstā Dieva vārdi šeit ir kā pravietiskie vārdi. Слова, которые Бог говорит через пророка Исаию. Vārdi, kuru Dievs runā caur pravieti Jeseju. И эти же слова, они записаны в том, что мы называем Священное Писание, Библия. Un šie vārdi ir ierakstīti tajā, ko mēs saucam par svētiem rakstiem Bībelē. Это слова, которые Бог говорил. Tie vārdi, ko teica Dievs. Как мы читаем в послании к евреям в 1 стихе, Kā mēs lasām vēstulē ebrejiem 1. что pantā, Бог многократно и многообразно говорил раньше через пророков. kad Dievs vairākas reizes un tēlainā valodā runāja caur praviešiem. Многократно, то есть много раз Бог говорил. Daudzas reizes Dievs to И teicis. многообразно, то есть различными способами Он говорил к людям. Dažādiem tēliem un veidiem viņš runāja uz И Он говорил cilvēkiem. через пророков. Viņš runāja caur И вот praviešiem. эти слова для нас записаны в Священном Писании. Un šie vārdi mums ir ierakstīti svētajos rakstos. Поэтому мы Библию тоже называем Слово Божье Un tāpēc arī Bībeli mēs saucam par Dievu и vārdu. обращаемся к Нему как к таковому. Un vērsamies pie tā kā pie tāda. И здесь, когда Бог говорит через пророка Исаию, Un šeit, kad Dievs runā caur pravieti Jeseju, Он описывает Его Слово как что-то, что сходит с неба на землю. viņš apraksta savu vārdu kā kaut ko, kas nāk no augšas uz zemi. Как дождь или как снег, Kā lietus vai kā sniegs, который вот оттуда с высоты Kurš- спускается вниз сюда на землю. kurš no turienes, no augšienes nonāk lejā šeit uz zemes. И таким образом Его Слово становится своего рода соединением. Un tādā veidā viņa vārds kļūst kā kāds savienojums. Соединением между небом и землей. Savienojums starp debesi un zemi. Смотрите, давайте прочитаем 2 стиха до того, что мы прочитали, с 8. Izlasīsim divus iepriekšējos pantus no 8. «Мои мысли не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Известное нам всем местописание. Pazīstama mums visiem rakstvieta. Здесь нам дается иллюстрация Un šeit mums tiek dota от ilustrācija Бога. no Dieva. Божьи пути и Его мысли, они как будто бы небо. Dieva ceļi un domas ir it kā debesis. Вот на такой вот высоте они от нас. Tādā augstumā Вот tie так ir вот no mums. далеко они от нас, недосягаемы, непонятны. Tik tālu tie ir no mums, nav sasniedzami un nav saprotami. А мы с вами здесь на земле. Bet mēs šeit virs zemes ar jums. И мы вот здесь вот живем своей жизнью. Un šeit mēs dzīvojam savu dzīvi. И мы смотрим на облака и видим, что они там есть, наверху. Mēs skatāmies uz mākoņiem un redzam, ka tie tur ir augšā. Но кто из вас может дотянуться до облаков? Bet kurš no jums var sasniegt
mākoņus. Кто из вас может допрыгнуть до них? Kurš no jums var lekt tik augstu, lai Конечно же, sasniegtu? сейчас у нас есть самолеты и так далее, но не об этом речь. Protams, tagad mums ir lidmašīnas un vēl citas lietas, bet ne par to iet runa. Мы, стоя здесь на земле, мы не можем дотянуться до неба. Bet stāvot šeit virs zemes, uz zemes, mēs nevaram sasniegt И debesis. Бог говорит, мои мысли и мои пути, Un Dievs saka, manas domas un mani ceļi, они так высоко над вами, как небеса. tie ir tik augstu virs jums kā debesis. То есть Его мысли, Его пути нам недосягаемы. Viņa domas, viņa ceļi priekš mums nav sasniedzami. То есть непонятны. Tātad arī nesaprotami. Они так высоко, они так далеко. Tie ir tik augstu un tik tālu. Огромное расстояние между нами и ими. Starp viņiem un mums milzīgs attālums. А это значит, что мы не понимаем Бога. Un tas nozīmē, ka mēs nesaprotam Dievu. Нам непонятны Его мысли, Mums nav saprotami viņa domas. нам непонятны Его пути. Mums nav saprotamas viņa ceļi. Вы задавались такими вопросами? Vai jūs bijat uzdevuši tādu Вот почему jautājumu? Бог делает так, а не иначе? Kāpēc Dievs dara tā, nevis savādāk? Вот почему Он это допускает? Вот почему это происходит? Kāpēc viņš to pieļauj, kāpēc tas notiek? Что Он вообще приготовил для моей жизни? Ko viņš vispār ir sagatavojis manai dzīvei? Каков Его план? Kāds ir viņa plāns? Каков Его путь? Kāds ir viņa ceļš? Вы задавались такими вопросами? Vai bijat uzdevuši tādu jautājumu? Это потому, что Его пути и Его мысли, они высоки Tas ir tāpēc, ka viņa ceļi un viņa domas ir augstāki и далеки от нас, как облака на un ir небесах. tālu no mums kā debesis virs mums. Однако, Tomēr, несмотря на все это, neskatoties uz visu to, есть дождь, ir lietus и есть снег. un ir sniegs. Что такое дождь? Подумайте об этом. Что такое дождь? Padomājiet, kas ir lietus? Вы видите облака на небе. Jūs debesīs redzat mākoņus. Но вот эти облака, Bet это то, šie что становится mākoņi, дождем. tas ir tas, kas kļūst par lietu. И тогда вот есть эти капельки влаги, Un tad ir šīs lāsītes no Которые- mikruma, падают на землю. kuras krīt uz zemi. И эти капельки, они преодолевают это огромное расстояние между небом и землей. Un šīs lāsītes, viņi izdara šo gājienu lielu, milzīgu no debesīm uz zemi. Они как будто бы берут что-то, частичку с неба, Viņi ņem kaut ko daļiņu no debesīm, и тогда они падают на землю и несут Он эту тогда не- частичку неба на землю. krīt uz zemi un nes šo debesu daļiņu no uz zemes. Это дождь, Tas ir lietus, это снег. tas ir sniegs. Это как частичка неба, которая падает сюда на землю. Kā daļa no debesīm, kas krīt šeit uz zemi. И Бог говорит, вот так действует мое слово. Un Dievs saka, tā darbojās mans vārds. Ведь следующий стих после этого описания высоких путей Господних, Бог говорит, как дождь и снег не сходит с неба, так и слово мое. Un tā kā mēs aprakstījām kā no debesīm sniegs vai lietus krīt, tā arī Dievs saka par savu vārdu, tik tālu ir mans. Мы, может быть, не понимаем до конца путей Божьих Его мысли, Varbūt mēs ne līdz galam saprotam viņa ceļus, viņa domas, но Его Слово — это как эта капелька дождя. bet viņa vārds ir kā šī lietus lāsīte. Или почему капелька? Ливень, Un kāpēc lāsīte? Liels lietus, который сходит с неба и льется на нас. kurš nāk no debesīm un līst pār mums. И то, что было сначала так высоко, так далеко и недосягаемо, Un kas bija no sākuma tik tālu, tik nesasniedzami Оно un вдруг augstu, падает на tas нас pēkšņi krīt uz mums этим свежим потоком. ar šo svaigu straumi. Таким образом, Tādā veidā то, до чего мы не можем дотянуться по-человечески, to, ko mēs nevaram sasniegt ar sava cilvēka spēkiem, делается нам доступным через Слово Божье. tiek mums ir tā kā sasniedzams caur Dieva vārdu. Ты хочешь знать мысли Бога? Vai tu gribi zināt Dieva domas? Ты хочешь знать Его пути? Tu gribi zināt viņa ceļus? Ты хочешь знать, куда Его пути ведут? Tu gribi zināt, kur ved viņa ceļi? И какой путь Он приготовил для тебя? Un kādu ceļu viņš ir tev sagatavojis?
Ты хочешь понимать, как Бог устроил этот мир и как Он устроил тебя? Vai tu gribi saprast, kā Dievs ierīkoja šo pasauli un arī tevi? Ты хочешь понять, как хорошо прожить эту жизнь, чтобы об этом не сожалеть? Vai tu gribi saprast, kā labi nodzīvot šo dzīvi un nenožēlot to? Тогда стой под дождем. Un tad stāvi zem lietus, Под дождем этого слова. zem šī vārda lietus. Потому что это слово, этот дождь, он приносит то, что иначе недосягаемо до тебя. Jo šīs vārds un lietus nes to, kas tev nav sasniedzams. Слово Божье, как дождь, проходит все это огромное расстояние. Dieva vārds, tāpat kā lietus, iziet šo lielu attālumu, Чтобы открыть нам пути и мысли Божьи. lai atklātu mums Dieva ceļus un Dieva domas. Как наши слова, которые мы произносим, открывают для других наши мысли. Kā mūsu vārdi, kurus mēs izrunājam, atklāja citiem mūsu domas, mūsu. Также и Слово Бога открывает для нас Его мысли Tāpat arī Dieva vārds, kas atklāja mums viņa domas и Его пути. un viņa ceļus. Конечно, нашим разумом мы никогда не сумеем до конца все понять о Боге, Protams, ar mūsu prātu mēs nekad nevarēsim saprast visu par Dievu. но все же есть вещи, которые мы можем знать и понимать. Bet tomēr ir lietas, ko mēs varam zināt un saprast. И через Божье Слово Un caur Dieva vārdu это делается для нас возможным. mums tas ir iespējams. Мы читаем, что Слово Божье, оно не возвращается к Нему тщетным. Mēs lasām, ka Dieva vārds neatgriežas veltīgi pie viņa Или пустым. vai pat tukšo. То есть это Слово, оно обязательно исполняет то, для чего оно было послано. Tātad šīs vārds izpilda to, kāpēc tas bija sūtīts. И снова возвратимся к этой иллюстрации дождя и снега. Un vēlreiz atgriezīsimies pie šīs ilustrācijas par sniegu un lietu. Дождь – это влага, Lietus tas ir mitrums, и вы знаете очень хорошо, что влага, вода нужна для того, чтобы что-то росло в огороде. un jūs zināt, ka ūdens un mitrums ir vajadzīgs tam, lai kaut kas augtu dārzā. И не только в огороде. Un ne tikai dārzā, Вообще, vispār. нужна эта влага, нужна эта вода, Vajadzīgs šīs mitrums un ūdens, чтобы что-то росло, lai kaut kas augtu, чтобы что-то прорастало из земли. lai kaut kas no zemes izaugtu. И это естественный процесс, который происходит в природе. Tas ir dabiskais process, kas notiek dabā. Вода автоматически помогает растениям расти. Ūdens automātiski palīdz augiem augt. Возможно, у вас есть цветы или огород или что-нибудь еще. Iespējams, jums ir puķis, dārs vai vēl kaut kas. И когда вы идете поливать то, что у вас там растет, Un kad jūs ejat aplaistīt to, kas jums tur aug, вы же идете поливать не с мыслью, что я надеюсь, что вода поможет этому растению расти. jūs taču neiet ar tādu domu, ka es ceru, ka ūdens palīdzēs šiem augiem augt. Нет, вы знаете, что вода поможет этому Nē, растению jūs расти. zinat, ka ūdens palīdzēs augiem augt. Вы не надеетесь, может быть, это что-то сделает. Jūs necerējat, varbūt tas kaut ko izdarīs. Нет, когда вы поливаете, вы знаете, что это что-то делает. Nē, kad jūs laisat, jūs zinat, tas kaut ko dara. 100%, 100%, неизменно. nemainīgi. Что-то эта вода сделает для этого Šīs растения. ūdens kaut ko izdarīs šīm augam. Точно так же и Слово Божье. Tāpat arī Dieva vārds. Когда оно звучит, Kad tas skan, оно не звучит впустую. tas neskan pa tukšo. Никогда. Nekad. Оно никогда не возвращается к Богу тщетным. Tas nekad neatgriežas tukšs Dieva priekšā. Слово всегда производит эффект. Vārds vienmēr rod efekti. Всегда производит влияние. Vienmēr rada ietekmi. Даже прямо сейчас. Pat arī tagad. Вы слышите Божье Слово, вы читаете на экране. Jūs dzirdat Dieva vārdu, jūs lasat uz ekrāna. Это Слово сейчас что-то делает внутри вас. Šīs vārds jau tagad kaut ko dara jūsos. Может быть, ты ничего не чувствуешь, Varbūt tu neko nejūti, ничего не замечаешь. neko nepamani. Но сейчас Bet tagad ты как будто бы растение, tu it kā augs, которое поливается чистой свежей водой. kas tiek aplaistīts ar tīru svaigu ūdeni.
И, может быть, ты не замечаешь. Varbūt tu И, nepamani, может быть, ты не чувствуешь. varbūt tu nejūti. Но Слово сейчас что-то в тебе делает. Bet vārds tagad kaut ko tevī dara. Прямо сейчас оно что-то в тебе производит. Tieši tagad tas kaut ko tevī rada. Оно что-то в тебе меняет. Tas kaut ko tevī maina. Оно что-то тебе говорит. Tas kaut ko tev saka. Поэтому в послании евреям мы читаем такой стих. Un tāpēc vēstulē ebrejiem mēs lasām tādu В pantu. 4 главе 12 стих. 4. nodaļā 12. pants. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово живо и действенно. Vārds ir dzīvs un spēcīgs. То есть оно способно что-то делать. Tas ir spējīgs kaut ko darīt. Оно не бездействует. Tas nepaliek tukšā. Оно не мертвое. Tas nav miris. Оно живое. Tas ir dzīvs. Слова, которые записаны для нас в Священном Писании, они живые, Vārdi, kas mums ierakstīti svētajos rakstos, tie ir dzīvi. они действенные. Tie ir spēcīgi. Они могут что-то делать внутри нас. Tie spēj kaut ko darīt mūsos. Слово Бога способно проникать в глубины нашего сердца и души. Dieva vārds spēj ieiet dziļi mūsu dvēselēs un mūsu dzīvēs. Острый меч, он может пронзить плоть. Ās zobens var Цаурдурт. droši vien caurdurt. Острый меч может порезать плоть, Ās zobens var sagriezt miesu, но слово острее. bet vārds ir asāks. Слово проникает еще глубже. Vārds iedziļinās vēl dziļāk. Оно пронзает еще глубже. Tas izdur vēl dziļāk. Петр, апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы Apsols Pēteris sludināja Vasarsvētku dienā. во 2 главе книги Деяний. Mēs to lasām Apostoļu darbos 2. nodaļā. И в результате его проповеди мы читаем следующие слова. Un viņa svētdienas rezultātā mēs lasām sekojošos Деяния vārdus. 2:37. Apostoļu darbi 2:37. Услышав это, они, то есть слушающие люди, умилились. А это слово «умилились», знаете, что буквально означает? Tie vārdi, ko sāpīgi ķera, ziniet, ko tas nozīmē? Вот на латышском уже есть немножко в эту сторону. Пронзили. Эти слова пронзили их сердца. Tātad šie vārdi sadūra viņas sirdis. Как будто бы Петр, как будто бы мечом пронзил их сердце. It kā ar zobeni Pēteris caurdura viņu Но только sirdis. не мечом, а словом. Bet tikai tas nebija zobens, bet bija vārds. И они умилились в своем сердце, Un viņi sāpīgi ķera to потому что sirdis, это слово пронзило их jo сердце, šīs vārds caurdura viņu sirdi, зацепило их сердце. aizķera viņu sirdi. Что-то совершило внутри их сердец. Kaut ko izdarīja viņu Это sirdī. слово повлияло на людей. Tas vārds ietekmē Вот в тот cilvēkus. день сошел дождь на эти сердца, Un tajā dienā pa šīm sirdīm pārnāca lietus. и что-то выросло из почвы. Un kaut kas izauga no augsnes. Петр говорил об Иисусе, Pēteris runāja par и Jēzu. когда он это делал, Un kad viņš to darīja, что-то произошло у них в сердце. viņiem sirdī kaut kas notika. Что-то изменилось в их сердце. Kaut kas mainījās viņu И sirdī. те люди, которые несколько дней назад кричали «распни его», Un tie cilvēki, kuri pāris dienas atpakaļ kliedza sit viņu krustā, теперь спрашивают, что нам делать? tagad jautā, ko mums darīt? Что нам делать? Ko mums darīt? Что-то изменилось. Kaut kas mainījās. От чего изменилось? Что произошло? Kāpēc izmainījās? Kas noticis? Слово звучало, Vārds skanēja, и оно пронзило сердца. un tas caurdura sirdis. Но слово не просто действенно, Bet vārds nav vienkārši darbīgs vai spēcīgs. оно всегда действенно. Tas vienmēr ir spēcīgs. Никогда не будет такого, что Слово Божье будет звучать напрасно. Nekad nebūs tā, ka Dieva vārds skanēs pa tukšo. Оно эффективно в 100% случаев. Tas ir efektīvs 100% gadījumos. Каждый раз, когда оно звучит, Katru reizi, kad tas skan, это слово что-то делает, tas vārds kaut ko dara. как вода, которой вы поливаете ваши растения. Kā ūdens, ar kuru jūs laistat jūsu augus.
Вы не думаете, ну, может быть, оно что-то Jūs сделает. nedomājat, nu, varbūt kaut kas izaugs. Оно сделает. Tas izdarīs, Потому что так должно быть. jo tam tā Так jābūt. мир устроен. Tā pasaule ir izveidota. И мир устроен так, Un pasaule izveidota что tā, когда звучит Слово Божье, ka kad skan Dieva vārds, что-то должно произойти. kaut kam ir jānotiek. Так началась вся Вселенная. Tas bija iesākts viss visums. Прозвучало лишь Слово, Izskanēja tikai vārds, да будет свет. lai top gaisma. И был свет. Un bija gaisma. Потому что иначе быть не может. Jo savādāk nevar būt. Потому что когда звучит это Слово Творца, Jo, kad skan šīs radītāja vārds, творение не может не повиноваться. radījums nevar nebūt И paklausīgs. что-то начинает происходить. Un kaut kas sāk notikt. Что это значит для нас? Ko tas nozīmē mums? Очень просто. Ļoti vienkārši. Личное чтение Библии – это не впустую потраченное время. Personīga Bībeles lasīšana, tas nav laiks pa tukšo. Потому что когда ты читаешь эти слова, Jo, kad tu lasi šos vārdus, они что-то в тебе делают. tie kaut ko tevī Они dara, что-то в тебе меняют. tie kaut ko tevī И maina. ты этого не видишь, и ты этого не замечаешь. Tu to neredzi, nepamani, Но они поливают твое сердце bet tie aplaista tavu sirdi и что-то в тебе меняют. un kaut ko tevī maina. Также общее собрание – это не впустую потраченное время. Arī kopīga sapulce tā nav pa tukšo pazaudēts laiks. Потому что когда на собрании звучит Слово, Jo, kad sapulcē skan vārds, оно что-то в тебе делает. tas tevī kaut ko dara, Оно что-то в тебе меняет. tas kaut ko tevī maina. Когда ты рассказываешь другим об Иисусе, Kad tu citiem stāsti par Jēzu, это не впустую потраченное время. tas nav pa tukšo izniekots laiks. Евангелизация – это не впустую потраченное время. Evanģelizācija nav pa tukšo izniekots laiks. Даже если ты не видишь результата, Pat ja tu neredzi rezultātu, даже если человек после того, что ты ему рассказал, не покаялся там же на месте, pat ja cilvēks, kuram tu visu izstāstīji, turpat uz vietas neatgriezās, это не впустую потраченное время. tas nav pa tukšo izniekots Потому что laiks, Слово Божье прозвучало. jo Dieva vārds noskanēja. А если оно прозвучало, Un ja tas skanēja, оно что-то сделало. tas kaut ko padarīja, Оно что-то поменяло. tas kaut ko samainīja. Апостол Павел об этом пишет, Apostols Pāvils par to raksta, что у разных христиан в разное время есть разные задачи. ka dažādiem kristiešiem dažādos laikos ir dažādi uzdevumi. Кто-то имеет честь собрать урожай, Kādam ir gods savākt ražu, а кто-то имеет честь поливать его. bet kādam ir gods aplaistīt to. Никогда евангелизация не тщетная. Nekad evanģelizācija nav pa Когда tukšo. ты говоришь о том, что Христос совершил для нас, Kad tu runā par to, ko Kristus ir paveicis priekš mums, это никогда не впустую. tas nekad nav pa tukšo. Никогда не впустую. Nekad tas nav pa velti. Итак, слово действенно и всегда эффективно. Un tā vārds vienmēr ir efektīvs un spēcīgs. Но что оно делает? Un ko tas dara? Что это слово делает? Ko šīs vārds dara? Здесь Бог говорит, что оно исполняет все, для чего Он его послал. Tad Dievs šeit raksta un saka, ka tas izpilda visu, kam dēļ tas tika То sūtīts. есть у Бога есть какой-то замысел, у Него есть план. Dievam ir kaut kāds plāns, nodoms, Но Он посылает это слово, un viņš sūta šo vārdu, чтобы Его замысел, Его план исполнился. lai viņa nodoms un plāns tiktu piepildīts. Для этого Он посылает слово. Tādēļ viņš sūta vārdu. Но в чем Его цель? Un kāds ir viņa mērķis? Цель Бога. Kāds ir Dieva Что mērķis? Он хочет достигнуть через это слово? Ko viņš tev šo vārdu vēlās sasniegt? Вот мы читаем это в 12 стихе. Mēs to lasām 12. pantā. «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам». Речь идет о израильтянах в данном контексте. Šajā kontekstā runa iet par И это izrēliešiem. описание того, как они вернутся из плена. Tas ir apraksts, kā viņi atgriezīsies no То gūstas. есть они вернутся из плена Viņi atgriezīsies no gūstas в радости. priekā. И вся природа будет ликовать. Un visa daba gavilēs.
Мы читаем, что горы и холмы, они будут петь песню, Mēs lasām, ka jūras un kalni dziedās dziesmu, а деревья будут хлопать un koki aplaudēs от восхищения. no sajūsmas. Но какие песни будут петь горы и холмы? Bet kādas dziesmas dziedās kalni un pakalni? О чем будут эти песни? Par ko būs šīs dziesmas? О чем будут петь горы? Par ko dziedās kalni? Вряд ли они будут петь о том, насколько молодцы израильтяне. Diez vai viņi dziedās, cik labi ir un foršam izrēliešiem. Да, они возвращаются из плена, Я и мне горы ответ- и холмы славят их в песне. Viņi Ну, atgriežas не no думаю. gustas un kalni un pakalni slavē viņu dziesmās. Не думаю, что Nedomāju. эти песни будут хвалить израильтян. Es nedomāju, ka šīs dziesmas slavēs izrēliešus. Они наверняка будут петь славу Богу. Droši vien tie dziedās slavu Dievam. Они будут величать Его Viņi paaugstinās viņu за то, что Он свой народ вывел из плена. par to, ka viņš savu tautu izveda no За то, что gustas, Он своим людям дал свободу. ka viņš saviem cilvēkiem deva brīvību. Вот об этом будут петь горы и Лук. холмы. Par to dziedās kalni un pakalni. В 13 стихе, в конце стиха, «И это будет во славу Господа». Un 13. panta beigās, ka tas būs tam kungam par slavu. Это будет во славу Господа. Un tas būs tam kungam par slavu. Итак, какова цель Божьего Слова? Для чего Он его посылает? Un tā, kāds mērķis ir Dieva vārdam, kāpēc viņš to sūta? Но Он выводит своих людей из плена, Viņš izved savus cilvēkus no gūstas, и тогда это заканчивается ликованием. un tad tas beidzās ar gavilēm. Это заканчивается тем, что все творение славит Бога. Tas beidzās ar to, ka visa radība slavē Dievu. Тогда в чем цель Его Слова? Un kāds mērķis ir viņa vārdam? Привести все в поклонение Ему. Lai visus novest uz pielūgsmi viņam. Привести всех нас в поклонение Ему. Mūs visus vest viņa pielūgsmē. Чтобы мы Его славили, Lai mēs viņu paaugstinātu, благодарили, pateiktos. ликовали перед Ним, Mēs gavilētu viņu priekšā, пели Ему, dziedātu viņam, восхищались им. apbrīnotu viņu. Вот в чем цель Его Слова. Lūk, kāds ir viņa vārda Чтобы нас mērķis. вывести из царства тьмы, из плена, Lai izvestu mūs no tumsas valstības, no gūstas и привести нас туда, где мы будем Ему поклоняться. un vest mums tur, kur mēs viņu pielūgsim. Он дал нам Слово ради Своей славы. Viņš deva mums vārdus savas slavas dēļ. Ты когда-нибудь читал Библию? Vai tu kādreiz Tak, što- lasīji Bībeli tā, Ты прочитал? ka tu izlasīji И так хочется Бога прославить. un tā gribās Dievu paaugstināt? Ты прочитал, и это тебя так восхитило, Tu izlasīji un tevi tas tā sajūsmoja, что тебе просто хочется поднять руки и сказать: «Слава тебе, ka Господь!» tev gribās pacelt rokas un pateikt, slava tev, kungs. Ты читаешь, и ты видишь Его любовь к тебе. Tu lasi un redzi viņa mīlestību uz tevi. И кажется, слов не хватает, чтобы выразить всю благодарность. Un liekas, ka trūkst vārda, lai izteiktu visu pateicību. Вот цель слова. Lūk, kāds ir vārda Оно mērķis. пронзает твое сердце, Tas caurdur tavu sirdi, меняет его, maina to, выводит тебя из плена тьмы izved tevi no tumsības gūsta и приводит тебя на место, где тебе ничего другого не остается, как только славить Бога и Он- восхищаться им. atved tevi tajā vietā, kur tev nekas cits neatliek, ka tikai slavēt Dievu un apbrīnot viņu. И сердце уже не может быть равнодушным. Un sirds vairs nevar būt Vienaldzīga. vienaldzīga. И уста уже не могут молчать, Un mute vairs nevar klusēt, потому что сердце ликует. jo sirds gavilē. Это естественный результат чтения Библии. Tas ir dabisks rezultāts, ka mēs lasām Bībeli. Поэтому печально, Tāpēc ir bēdīgi, так печально, tik skumji, что только 1/3 ka tikai 1/3 читает это слово раз в неделю lasa или šo чаще. vārdu reizi nedēļā nu vai biežāk. Представьте, насколько удивительно то, что нам дано. Iedomājieties, cik brīnišķīgi ir tas, kas mums ir dots. Насколько мы это ценим. Cik daudz mēs to vērtējam. Но это еще не все. Bet tas vēl nav viss. В 13 стихе мы читаем. 13. pantā mēs lasām. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное,
несокрушимое. Вы помните иллюстрацию? Jūs atceraties ilustrāciju? Слово — это как дождь, Vārds ir kā lietus. слово — это как снег, Vārds ir kā sniegs, которые sходят на землю kas nonāk uz zemi и питают почву, un baro и augstu. тогда что-то оттуда произрастает. Un tad kaut kas no tās izaug. Но здесь происходит что-то странное. Bet šeit notiek kaut kas dīvains. Ведь когда дождь льет на терновник, Jo, kad lietus līst par ērkšķiem, что должно расти? kam jāizaug? Терновник. Ērkšķiem. Когда дождь льет на крапиву, что должно расти? Kad lietus aplaista nātri, kam jāaug? Крапива. Nātrei. А чего еще мы ожидаем? Ko vēl mēs sagaidām? Если вы поливаете сорняки, у вас сорняки и будут расти. Ja jūs aplaistat nezāli, nezāle augs. Не стоит ожидать, что вы будете поливать сорняки, а вырастет картошка. Nav jāgaida, ja jūs aplaistat nezāli, tad izaugs kartupeļi. Такого не происходит, Tas nenotiek. по крайней мере, в нашем опыте. Nu, vismaz mūsu pieredzē. А здесь что-то интересное происходит. Šeit notiek kaut kas interesants. Потому что когда этот дождь льет с неба, Jo, kad šīs lietus līst no debesīm, вместо терновника ērkšķu vietā растет кипарис, izaug cipreses, а вместо крапивы un ātras vietā растет мирт. mirte, А это не сорняки. un tās nav nezāles. И это даже не просто трава. Un tā nav vienkārši zāle. Это деревья, Tie ir koki. которые растут вместо этих сорняков, Кури которые там ау- были в начале. Šo nezāļu vietā, kas tur bija no sākuma. Слово Божье, оно преображает, Dieva vārds pārveido. оно меняет. Tas maina Из терновника в кипарис, no ērkšķiem par cipresem, из крапивы в мирт. no dažiem par mirtēm. И вот эти растения, кипарис и мирт, они вечно зеленые растения. Un šie augi, cipreses un mirtes, vienmēr ir zaļi, Наподобие елки. līdzīgi kā egle. Они зеленые круглый год. Tie ir zaļi cauru gadu. И они произрастают вместо терновников, крапивы, других сорняков. Un tie izaug ērkšķu, dažu un citu nezāļu vietā. Когда Божье Слово льется дождем на землю. Kad Dieva vārds kā lietus līst pār zemi. То есть, Tas nozīmē, когда мы становимся под дождь Божьего Слова, tad, kad mēs nokļūstam zem Dieva vārda lietus, оно начинает нас менять. tas sāk mūs mainīt. У вас в сердце растет терновник и крапива? Vai jums sirdī aug ērkšķi un daži? У меня растет. Man aug. У меня растет. Man aug. У всех нас растет. Visiem mums aug. Есть что-то нехорошее, остатки прошлого «я» в моем сердце. Ir kaut kāds nelabs, tas, kas palika no pagātnes, tas jā, manā sirdī. Есть там manā еще sirdī. терновник, есть там еще крапива. Ir tur vēl ērkšķi un daži. Откуда я это знаю? Kā es to zinu? Потому что я вижу гордость. Jo es redzu lepnību. Потому что я вижу эгоизм. Es redzu egoismu. Потому что я vижу похоти. Jo es redzu kāres. Я вижу, что это есть. Es redzu, ka tas ir. А значит, внутри есть этот терновник, есть эта крапива, Tad есть эти iekšā сорняки. ir šie ērkšķi, daži un nezāles. А что происходит, когда этот дождь слова начинает литься на мое сердце? Un kas notiek, kad šīs Dieva vārda lietu sāk līst par manu sirdi? Можно было бы ожидать, что терновник растет все больше. Varētu sagaidīt, ka ērkšķi augtu vairāk Или крапива. vai nezāle, Но нет, bet nē, это все умирает, tas viss mirst, погибает, iet bojā, засыхает nokalt или тонет. vai noslīk. Тонет в этой воде, Noslīk šajā которая ūdenī, льется с небес. kas līst no И debesīm. тогда на их месте Un tad to vietā растет что-то новое aug kaut kas liels, и что-то прекрасное. kaut kas brīnišķīgs. И уже не гордость растет у меня внутри, Un manī vairs neaug lepnums, а смирение. bet pazemība. Уже не ненависть растет у меня внутри, Vairs nav naida manī, а любовь. bet mīlestība. Уже не сорняки там растут, Tur vairs neaug nezāle, а что-то, что славит Бога, bet kaut kas, kas pagodina что Dievu, величает Его. kas paaugstina viņu.
Если ты недоволен тем, кто ты есть на данный момент, Ja tu uz doto momentu neesi apmierināts ar to, kas tu esi, или если ты недоволен тем, что ты делаешь в данный момент, vai tu neesi apmierināts ar to, ko tu dari šajā momentā, недоволен тем, что ты говоришь или как ты говоришь, neesi apmierināts, ko tu saki vai kā, и тебе нужно изменение, un tev nepieciešamas izmaiņas, то вот ответ. tad lūk atbilde. Встань под дождь. Nostājies zem lietus, Встань под дождь этого слова. nostājies zem šī vārda lietus, Открой эту книгу. atver šo grāmatu, Прочитай. palasi, Насыщайся. piepildini sevi, И оно будет менять тебя. un tas tevi mainīs. Оно будет делать тебя новым человеком. Tas darīs tevi par jaunu cilvēku. Шаг за шагом. Solis pēc soļa, Мало-помалу. pamazam, Сорняки утонут. nezāle noslīgs, Вырастет кипарис. izaugs cipreses. Вот что нам так сильно нужно. Lūk, kas mums tik nepieciešami ir vajadzīgs. У нас есть очень много вещей вокруг нас, которые нас отвлекают от самого важного. Mums apkārt ir tik daudz lietas, kas novērš mūsu uzmanību no vissvarīgākā. Так много происшествий, Tik daudz notikumu, так много новостей, tik daudz ziņu, так много всего. tik daudz visa kā. И это отвлекает нас Un tas novērš от того, что дает нам жизнь. no tā, kas dod mums dzīvību. Подумайте об этом. Padomājiet par to. Бог хочет с вами общаться. Dievs vēlās būt sadraudzībā ar Со jums, всеми нами. ar visiem Он mums. хочет нам говорить. Viņš vēlās runāt uz mums, И Он хочет, чтобы мы Его слышали. un viņš grib, lai mēs viņu dzirdētu. Он как будто бы нам звонит, Viņš it kā mums zvana, а мы сбрасываем. bet mēs neceļam klausuli Или выключаем звук. vai izslēdzam skaņu. Я не пытаюсь сейчас, Я не пытаюсь вас заставить чувствовать себя виновными. Es negribu, lai jūs justos tagad vainīgi. Но я хочу сказать вот что. Es gribu pateikt, lūk, ko. Когда мы sбрасываем, Kad образно mēs говоря, tēlēna valodā runājot, nometam klausuli, когда мы включаем или выключаем звук, kad mēs ieslēdzam vai izslēdzam skaņu, Бог продолжает звонить. Dievs turpina zvanīt. Он продолжает стучать. Viņš turpina klauvēt. Он продолжает взывать. Viņš turpina saukt. Он не перестает. Viņš nepārstāj. Слово до сих пор есть. Vārds joprojām ir. Дождь до сих пор идет. Lietus joprojām līst. Иногда мы строим себе под этим дождем, знаете, такую свою какую-то будку. Dažreiz zem tā lietus mēs ceļam kaut kādu būdiņu, И там мы прячемся от дождя. kur mēs slēpjamies no lietus. А дождь идет. Bet lietus līst. Слово звучит. Vārds skan. Нам нужно только встать под этот ливень. Mums vajag tikai pacelties zem šīs lietus. Нам нужно только открыть эту книгу. Mums vajag tikai atvērt šo grāmatu. Нам нужно только услышать эти слова Mums vajag vien dzirdēt šos vārdus. и возвращаться к ним снова и снова. Un atgriezties Iznova. pie tiem atkal, atkal un atkal. Это мое ободрение вам. Tas ir mans iedrošinājums jums. Не пренебрегайте огромным сокровищем, которое у множества из вас есть в кармане. Neatstājiet novārtā to brīnumu, kas daudziem no jums ir kabatā. У нас Слово Божье в кармане. Dieva vārds mums jau ir kabatā. Доступ к Нему у нас в кармане. Pieeja pie Dieva vārda ir mūsu kabatā. Не пренебрегайте им. Neatstājiet to novārtā. Читайте его. Lasiet to. Встаньте под дождь. Nostājieties zem šīs lietus. Давайте помолимся. Lūksim.